получилось так, что Испания на самом деле была моей большой мечтой. Я сначала не знала как, но добилась. Вот. И я живу здесь уже 14 лет, работаю уже 12 лет в представительстве правительства Курдистана. Заходите, пожалуйста, добро пожаловать. Это ваш офис, да? Это наш офис. Сбылась же ваша мечта и вообще испанская мечта. И что советуете молодежи, чтобы, если кто-то хочет сюда приехать, учиться или работать? Да, это именно моя история, именно ее так можно назвать испанская мечта. Потому что я мечтала об Испании, но я не знала, как я смогу это осуществить. И я знаю, очень хорошо понимаю, что для наших кыргызстанцев это очень сложно. На самом деле все возможно. И я этому пример, и мы многие этому пример. Добрый день, дорогие телезрители! Вы знаете, что мы находимся сейчас в Испании, в городе Мадрид. Приехали снимать про наших соотечественников, про их успех. Испанская мечта. Сегодня у нас в гостях наша соотечественница Дарья Монастырская. Монастырская Дарья родилась в городе Карабалта, проживает в Испании с 2009 года. Закончила Бишкекский гуманитарный университет, факультет международных отношений, турецкая филология, аспирантуру в Испании в частной школе. В данный момент пишет докторскую диссертацию по международным отношениям в университете Аутонома де Мадрид совместно с университетом Сулеймании в Курдистане, Ирак. Работает в представительстве правительства Курдистана, Ирак с 2011 года на должности директора по связям с общественностью и директора по образовательным проектам. С 2000 по 2004 год работала волонтером в испанской неправительственной организации «Alas del Mundo», занимающейся оказанием гуманитарной помощи детским домам Кыргызстана. Также работала волонтером в Испании по помощи иммигрантам, в данный момент семьям беженцев с Украины. Здравствуйте, дорогая Дарья. Рад вас видеть в Мадриде. Телеканал «Пирамида» и YouTube-канал Door Life Media пришел специально снять про вас передачу. Спасибо, что вы согласились. Я думаю, сегодняшняя наша беседа будет очень интересной и полезной. Секрет исполнения заветной мечты достаточно прост. Немного веры в себя, упорство и работа. И любое, даже самое несбыточное желание может стать реальностью. Именно так и получилось у Дарьи. Она влюбилась в Испанию еще в далеком 2001 году. Тогда девушка работала в международном аэропорту Манас. Я сама с Карабалты, и в Испании я живу уже 14 лет. А получилось так, что Испания на самом деле была моей большой мечтой. Я работала с японцами в Джайке и всегда мечтала о Испании. Но как я познакомилась с Испанией, в 2000-2001 году я работала в аэропорту Манас. Это была моя первая работа. Я там познакомилась с испанцами военными. Они были на базе американской. Были испанские войска. И я познакомилась с испанцами, и мы создали МПО. И так как с Мадрида летал самолет, несмотря на Зарагос, иногда летал самолет каждую неделю, они привозили гуманитарную помощь, они привозили одежду, Через аэропорт Манас, да? Да, потому что самолет военный, он летал пустой, с солдатами, а было место. И они начали привозить коробки с гуманитарной помощью, с одеждой, с едой. Вот. И мы познакомились с ними чисто случайно и начали говорить. Я им сказала, что у нас очень много детей брошенных в детские дома. Мы поехали с ними в детский дом в Военно-Антоновку, они посмотрели, какие там были условия, и решили помогать. И каждую неделю привозили гуманитарку, и я с ними ездила много лет. Мы развозили сначала начали в Военно-Антоновку, потом мы ездили в Токмак, тоже в дом малютки, в Бишкеке, и вот так вот я познакомилась. И мне очень понравилась Испания, язык, испанцы сами. И я начала мечтать уехать в эту страну, и все-таки я этого добилась. Я сначала не знала как, но добилась. В Испанию Дарья приехала уже со знанием языка, изучила его, как признается девушка, мимоходом, еще живя на родине. Мне очень интересно, а как получилось, что здесь язык выучить, да, и какие условия созданы для тех, кто приезжает сюда зарабатывать и работать в разных сферах,
например, наши кыргызстанцы, если приедут? Язык выучить, допустим, в моем случае я начала его учить еще в Бишкеке. Я жила в Бишкеке, и то есть так получилось, что я выучила его без усилий, потому что так как я много лет ездила с испанцами, мы брали маршрутку с Бишкека с водителем и везли гуманитарку в Военно-Антоновку, и вот пока мы ехали, они разговаривали на испанском, а я слушала. Я с ними говорила по-английски, но я это слушала, и через несколько лет я поняла, что я начинаю понимать уже. И мы были на базе на вечеринке один раз, и я вдруг поняла, что я понимаю и даже могу говорить. Как-то само собой получилось. На самом деле язык, если ты английский знаешь, он не такой сложный и очень красивый. Вот. А так, в принципе, здесь, вот, допустим, потом я приехала сюда учиться на мастер, учиться в аспирантуру и продолжила в школе. Уже специально здесь есть языковая школа государственная. Она называется Escuela de Idiomas, то есть это государственная испанская школа. Она совсем недорого стоит. За триместр, за 3 месяца 200 евро, то есть это совсем дешево получается для Испании. И там каждый день уроки, то есть выучить, в принципе, очень просто, интенсивно. Вот я так выучила, и училась в аспирантуре, тоже там практика получается. Ну и у меня муж испанец, тоже, конечно, муж, семья, друзья, тоже практикуешь, то есть здесь выучить не так сложно. В Кыргызстане можно выучить, и там учителей мало, конечно, но у нас есть там вот Гиермо, Светлана, есть учителя, не так уж много, но есть. В Испании Дарья живет уже 14 лет. 12 из них работает в представительстве правительства иракского Курдистана. Занимается дипломатической деятельностью. Начала свою службу в представительстве секретаря. На этой должности проработала 2 года. А сейчас возглавляет отдел по связям с общественностью. Опыт, полученный на родине во время сотрудничества с различными организациями, оказался очень полезным. Вы там уже сколько работаете? Почти? Вот в октябре было 10 лет. 10 лет. Мадрид – один из самых красивых городов мира, столица Испании, обладающая колоссальным культурным и художественным наследием. Здесь так органично сочетаются средневековая архитектура и современные бизнес-центры, лучшие ночные клубы Европы, крупнейшие аутлеты, прекрасные парки и, конечно же, множество музеев. Именно в этом городе живет и работает Дарья. Заходите, пожалуйста, добро пожаловать. Это ваш офис, да? Это наш офис в Мадриде. Добро пожаловать. Очень приятно, спасибо. Вы здесь чем занимаетесь? Вот, и нам интересна теперь ваша работа. Расскажите, пожалуйста. Ну вот, сейчас мы пришли в мой офис. Это офис представительства правительства Курдистана, Ирак, в Испании. Этот офис занимается отношениями Курдистана иракского и Испании в разных сферах. Культура, спорт, политика, экономика. Он как посольство, но без дипломатического статуса. То есть как представительство правительства официально. В Испании? В Испании, да. У нас 14 офисов по миру. Один из них в Испании. В Испании. Именно в Мадриде находится? В Мадриде, да. Ну, мы работаем на всю Испанию. Это у вас... Это у нас комната для встреч, переговоров. Да, здесь мы проводим встречи официальные с правительством Испании, с МПО. Мы работаем со всеми секторами, с частным, с государством, с регионами. Работаем с Каталонией, со всеми регионами Испании. Вот это их символы, да, получается, испанцев? Да, это испанское, это вот бык, как раз это очень такое типичное испанское животное. Ну, вы знаете, что у них бои быков распространены очень, да, и коррида. То есть, когда бегут быки, люди бегут впереди. Это празднование испанские очень, поэтому здесь у нас здесь немножко смесь, да, курдские книги и испанские картины. То есть, у нас получается смесь Испании и Курдистана. Вот, это мой кабинет. Добро пожаловать. Здесь я работаю. Здесь у нас вот флаги. Это Курдистан. Флаг Курдистана, он похож на флаг Кыргызстана. Ирак, Испания и Европейский Союз. Вот флаги. И вообще культура Курдистана очень похожа на кыргызскую. На самом деле очень интересно, что. Интересно. А эти картинки тоже Испания? Здесь города Испании изображены, да, то есть тут, ну, в Испании очень типично, что как замки такие.
На фоне традиционных лидеров Европейского Союза Испания смотрится крепким середнячком. Однако по сравнению с любой из стран СНГ государство на Пиренейском полуострове занимает выигрышное положение практически по каждой позиции, связанной с экономикой или социальной сферой. Средняя зарплата здесь ниже, чем, например, в Нидерландах или Германии, но и цены ниже. Причем не только на продукты питания, но и на одежду, технику, недвижимость. Вообще, как здесь заработная плата и сколько зарабатываете, страховки, медицинские услуги, пенсионные и жизнь как налаживается? И здесь намного выше, чем, конечно, в Кыргызстане, да? Ну, и насколько выше, и как это можно оценить? Ну, допустим, заработная плата в Испании, так сказать, с европейскими странами в сравнении не самая высокая. Ну да, с нашим, с Кыргызстаном, к сожалению, большая разница, конечно. Здесь минимальная зарплата 1200 евро примерно, ну и выше, да. Ну и средняя, можно так сказать, обычная категория, да, человек может получать 1500, 2, это уже такая высокая считается даже, так сказать, зарплата. Вот. Уровень жизни, ну и цены, да, в Мадриде подороже, например, Мадрид и Барселона, дорогие города, да, больше, столица, да, получается. А города такие поменьше, как Валенсия или в селах, жизнь намного дешевле. В продолжении нашей беседы, Дарья, расскажите, сбылась ли ваша мечта и вообще испанская мечта? И что советуете молодежи, чтобы, если кто-то хочет сюда приехать, учиться или работать? Да, это именно моя история, именно ее так можно назвать испанская мечта, потому что я мечтала об Испании, но я не знала, как я смогу это осуществить. И я знаю, очень хорошо понимаю, что для наших кыргызстанцев это очень сложно, потому что визу сложно получить, потому что очень дорого учиться, например, или поехать в Испанию, и кажется все это невозможным, да? Но на самом деле все возможно, и я этому пример, и мы многие этому пример. Я просто знала, что я этого хочу. Это была сначала просто мечта. Потом она стала планом, она стала целью. Я не знала как, но я начала делать маленькие шажки, например, учить испанский сначала, читать об Испании, культуру Испании изучать немножко. Потом я пыталась получить визу, несколько раз мне отказали, но вы не сдавайтесь, все равно старайтесь, потому что отказывать, но потом все равно можно получить ее. Это возможно, и я поехала учиться. И я думаю, что через учебу это очень хороший вариант попасть в страну. Но язык очень важно, конечно, начинать учить язык и потом поехать учиться, например, да? Это реально, это возможно. И потом, отучившись, можно, допустим, найти работу, остаться. В моем случае так получилось, что я нашла работу и вышла замуж одновременно. Это тоже вариант, да, например. А на самом деле самое главное поставить эту цель и идти к ней маленькими шажками. И все это возможно. А жизнь в Испании, конечно, ну для меня, я вот до сих пор уже 14 лет, и я до сих пор иногда останавливаюсь и думаю, какая прекрасная страна, как мне повезло, что я сюда приехала, как мне повезло, что какая я молодец, что я все-таки постаралась, что я так боролась за это, и этого все-таки добилась. Поэтому действительно стоит того. Ну вы сами видите, какая здесь красота, какие люди здесь добрые, да, какая жизнь здесь. Испания – одна из самых лучших стран для обучения. Образование в Испании имеет сравнительно невысокую стоимость обучения и проживания, а поэтому более доступно для иностранных студентов, чем в других странах Европы, например, Англии, Нидерландах и Скандинавии. Поэтому Даша советует отправляться учиться именно сюда. Вот я хотела бы рассказать немножко кыргызстанцам, так как я работаю в офисе по проектам образовательным, просто рассказать немножко по возможностям обучения здесь, в Испании. Допустим, одна из возможностей – это изучать испанский язык. Здесь есть школа испанского языка, а школа испанского языка официально не подойдет, потому что там 2 часа в день, а для того, чтобы визу получить по обучению испанскому, нужно 4 часа в день минимум, нужен полный учебный день.
И если, допустим, записаться в частную школу на 2-3 месяца на полный учебный день, 4 часа в день интенсивно, то можно испанский выучить довольно-таки хорошо. И визу получить тоже можно, я получала тоже, поэтому это возможно. В принципе, посольство в Астане дают визу, если все документы предоставить. Это один вариант. Другой вариант, например, можно приехать на обучение аспирантуре. Испанские университеты достаточно хорошие. Единственный минус – это нужно знать язык. Для того, чтобы учиться в аспирантуре, нужно знать язык хотя бы, да, испанский язык на уровне B2, то есть это средний уровень, как бы, да. На английском можно обучаться, но очень мало где, поэтому. И, допустим, в университете учиться немножечко сложнее поступить, потому что нужно сдать экзамен, как наш экзамен тоже, вот финальный экзамен, вот точно так же надо в Испании сдать экзамен, и там язык тоже обязательно нужен, и надо знать предметы на испанском, то есть это немножко сложнее, там, наверное, можно надо больше времени и посложнее, а вот именно и докторскую тоже, допустим, студентам можно писать докторскую, потому что докторскую в Испании не обязательно быть в университете, не обязательно ходить каждый день, там просто можно со своим директором делать встречи, это можно делать сейчас, нам позволяет технологии это делать по Zoom, да, по интернету, и не обязательно здесь находиться, можно приезжать 1-2 раза в год, сдавать просто все документы и продолжать учиться. Можно учиться 3 года, это полная докторская, и 5 лет это частично, то есть, ну, как бы там, получается, меньше времени уделяешь, за 5 лет можно закончить. И университеты очень хорошие, единственное, тоже, опять же, язык, но докторскую можно писать на английском без проблем, если найдешь директора, который говорит хорошо по-английски, а это возможно, смотря какая сфера. Если это технические профессии, то это очень просто найти, потому что все разговаривают по-английски, в техническом профессии, в техническом, а в остальных немножко сложнее, потому что в Испании с английским не очень хорошо, так скажем, но возможно. Важная информация насчет докторской, обучение на то есть написание докторской в испанских университетах государственных стоит 250 евро в год. Это очень дешево. Это самое дешево в Европе. В европейских университетах, в остальных это очень дорого. Наши этого не знают, и поэтому не знают, что существует эта возможность обучаться. И не нужно жить в Испании постоянно. Можно приехать 2 раза и больше и не оставаться здесь. Да. Поэтому финансово это может быть не такой дорогой вариант и вполне возможно. О том не знают многие наши граждане, но он существует, этот вариант. У всех кыргызстанцев есть одна общая черта – стремление сохранить крепкие связи с родиной и со своими соотечественниками. Живя здесь, в Испании, на расстоянии 1000 километров от Кыргызстана, Дарья сохранила привычную для нашей страны многокультурность и радушие. Скажите, пожалуйста, а вот кыргызстанцы, наши соотечественники, бывает к вам то, что обращаются, вы как здесь нашими соотечественниками общаетесь, праздники как отмечаете вообще? Да, конечно, нас немного здесь, да, с Кыргызстана, на самом деле, но мы очень дружные, общаемся, мы отмечаем Ноурус, отмечаем наши праздники, одеваем наши костюмы и стараемся как-то сохранить эти традиции. Для нас Ноурус – это каждый год мы стараемся собираться. Сейчас у нас вот у всех детки были маленькие, не собирались несколько лет, а на самом деле мы каждый год делали шашлыки, Ноурус собирались, вот, и, конечно, всегда помогаем нашим, потому что здесь у нас посольства нету в Испании. И раньше посольство Казахстана нас поддерживало, сейчас в Париже наше посольство нас поддерживает. И ну вот Алтынай Байбекова, она как представитель Кыргызстана, да, здесь помогает тоже. И вот через нее к нам часто обращаются, иногда обращаются, например, наши граждане, если там они, например, туристы, да, и у них там украли документы, что-то случилось, нас ищут иногда. Мне как-то несколько лет позвонили, несколько лет назад, у девочки в Барселоне украли документы, деньги, ничего у нее не было, и она оставалась у меня дома, жила, мы ей помогли с бумагами, отправили ее обратно в Бишкек. То есть, например, а сейчас вот недавно был случай очень смешной.
просто анекдот, да. Я в моем офисе, да, в Курдистан, нам позвонили с полиции и сказали, что тут у нас парень сидит, курд, поговорите с ним. А оказывается, так совпало, что он не с Курдистана был, а с Кыргызстана. Кыргызстана. Да, наш. Да. Вот, он летел с Кыргызстана через Мадрид, летел в Мексику, чтобы потом попасть в Штаты. Вот, оказалось, что у него украли документы, им нужен был перевод, они не понимали друг друга с полицейским. В общем, я поехала, ему перевела, поддержала его, помогла, мы его отправили в Париж, в наше посольство, он получил в Париже бумагу для возвращения и вернулся в Бишкек, все нормально с ним, я с ним на связи, так что все, он уже паспорт новый получил, все хорошо. Дарья уверена, к своей мечте надо стремиться, какой бы несбыточной она ни казалась. Соотечественников из Кыргызстана призывает верить в себя и свои силы. Мы сейчас дадим вам свободный микрофон. Вы можете свои пожелания для Кыргызстана сказать, пожелать, поздороваться с нашими, как говорится, народом, а также пожелать свои пожелания. Хорошо. Спасибо большое. Я хотела бы сказать кыргызстанцам, что мы очень любим Кыргызстан, хотя мы далеко. И каждый раз, когда я приезжаю в Кыргызстан, я просто так счастлива, и я думаю, какая у нас красивая страна. Каждый раз я поражаюсь нашей красоте нашей страны, природы. Да? Мы проезжаем, в прошлом году мы объехали Иссык-Куль вокруг, и я просто поражалась каждый раз. Я никогда не перестаю поражаться красоте нашей страны. Но Испания тоже страна очень красивая, поэтому приезжайте, путешествуйте, мечтайте, и пусть ваши мечты сбываются. И если это испанская мечта, пусть она сбудется тоже. Уважаемая Дарья, спасибо вам, то, что вы приняли участие в нашей передаче «Испанская мечта» и дали нам интервью. Я надеюсь, что это интервью будет интересно для нашей молодежи. И от нашей компании небольшие подарки примите от телеканала «Пирамида» и от YouTube-канала Door Life Media. Спасибо большое. Спасибо большое.